Из Ингушетии в армию отправилась первая группа призывников. Отдавать долг родине они будут в престижных частях вооруженных сил России. Армейцам подробно рассказали о том, как будет проходить их служба. По данным Минобороны России, ряды российской армии пополнят 135 тысяч новобранцев. Ингушетия планирует отправить 200 человек. Ирина Цычуева пообщалась с теми, кто уже завтра начнет жить по воинскому уставу. Армия за последние годы претерпела незначительные изменения. Каждому призывнику выдают укомплектованную сумку черного цвета. Если раньше она была камуфляжного, теперь она вот такая спортивная. Здесь все необходимое солдату. Знаменитая армейская кружка, резиновые тапочки, вместо портянок обычные носки по сезону, вместо резиновых тяжелых керзовых сапог берцы тоже строго по сезону. Помимо прочего, дозволяет забрать с собой средства для личной гигиены. Армейская бытовуха, как ее чаще всего называют, уже не так, как в советские годы. Казарменное положение, бесконечные ряды двухъярусных железных кроватей и один санузел на весь этаж. Все это осталось в прошлом. Срочники сейчас живут не хуже, чем контрактники. Из армии можно уехать изрядно набравший вес. Ну вот, пожалуйста, к рыбке можно вот такой импровизированный салат-бар. Вот, огурцы. Уже сейчас их смело можно назвать армейцами, ведь форма на них, клятва принесена, военные билеты подписаны и самое первое звание рядовой получили. Осталось с честью пройти военную службу, следовать уставу и работать над тем, чтобы звезд на погонах становилось больше. Это еще один плюс российской армии. Она дает шанс каждому молодому человеку страны сделать блестящую карьеру. С сегодняшнего дня подписание мной приказа уже пошла ваша служба. Поэтому хотелось бы, чтобы вот та фамилия, где моя там стоит, я расписался в военном билете, вы меня не подводили, не меня, и вот здесь стоящих ваших родственников, отцов, матерей, не здесь подрастающее поколение, которое здесь с правой стороны стоит перед вами. Они будут все смотреть на вас и делать то же самое. Призывники этого потока разделились на 4 группы, в общем 9 человек. Они будут проходить срочную военную службу в частях Екатеринбурга, Тамбовской и Ленинградской областей. Как отмечают потенциальные покупатели, они же командиры взвода, ребята из Ингушетии показывают хорошую службу и преданность делу. Забираем в город Тамбов, войсковая часть 71615, 9 человек. Проходить службу они будут непосредственно в городе Тамбове. Значит, у нас войсковая часть образовалась в 2009 году. Распорядок дня соблюдается, значит, кормят, самое главное, очень хорошо. Вот, трехразовое питание, никто не жаловался. Сегодня отправляем 4 команды. Это войска РЭП, в Тамбов едут. Сухопутные войска, 2 команды, город Луга под Санкт-Петербургом и Екатеринбург. Я поговорил со старшими. Дал им контактные телефоны наши, поэтому по прибытию, если вдруг будут у них какие-то там проблемы, чтобы они сразу выходили на военный комиссариат, на меня, и мы общими усилиями будем какие-то вопросы даже решать. Как всегда, желаю ребятам достойно представлять нашу республику, честь наших отцов, своих дедов. Зелимхан Гудантов в окружении родных и друзей признается, в армию идет по зову сердца. Все потому, что долг родине нужно отдавать. Служить будет в войсках Национальной гвардии. Я хочу пойти по своему желанию, сделать карьеру, потому что военной я всегда с детства мечтал пойти. Поэтому я предпочитаю эту, структуру более перспективной. И каждый раз защищать свой долг – это честь для нас. Скучать. Родители, по-моему, всегда все скучают за своих сыновей, как бы не было. Всегда и переживаешь, и думаешь о них. И как бы не было, всегда они у нас в сердцах. Для нас они всегда дети малые, как бы не было. Хоть они у нас взрослые, для меня они всегда как маленькие дети. Хоть они будут взрослыми. Я хочу пожелать ему хорошей службы, чтобы они слушали своих офицеров, чтобы они, как говорится, чтобы мама не переживала за них, чтобы было все удачно у них на службе. Хоть многие родители переживают за детей, проводы в армию – это, безусловно, праздник. Поэтому сегодня здесь звучит музыка и танцуют лезгинку. Ну а тем временем армейцам пора отправляться в путь, поэтому в их адрес звучат наставления и советы старших. Будьте ефрейторами, младшими сержантами, старшими сержантами. И пошло, поехало. Поняли?
не делайте дело плохое себе. Я, как говорил вам, учите устав. По уставу ходите. Если вы будете устав знать, у вас проблемы не будет. Рина Сычоева, Асхаб Белакиев. Новости 24.